Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Здравствуйте! Сегодня программа «Каравай» в Казани. Татарским музыкальным фольклором восхищались и восхищаются представители самых разных народов. А в чем же красота и своеобразие этого музыкального явления? Попробуем разобраться. А чтобы разобраться во всем, заглянем в далекое прошлое. У татарского народа многовековая история. Древними предками татар были булгары. Они жили в Волжской Булгарии, государстве, которое было образовано в IX-X веках. В Древней Булгарии государство с высокой культурой. Здесь были развиты ремесла, музыкальная культура. И если ювелирные произведения или глиняные произведения мы можем увидеть в Национальном музее, то представить, какой была музыка, гораздо сложнее. Мы можем узнать о музыкальных произведениях фольклора по воспоминаниям путешественников, например, Ибн Фадлан, или произведениям древнетатарской литературы, поэма Кыса Юсуф Кулгали. Долгие годы возрождением татарского музыкального фольклора занимается вокальный ансамбль «Мирас». Наша съемочная группа побывала на юбилейном вечере этого коллектива. Сегодня для всех нас, кто здесь собрался, большой праздник, потому что мы начинали заниматься художественной самодеятельностью практически в одно и то же время. Это было в конце 50-х, начале 60-х годов. Тогда очень сильно было развито движение художественной самодеятельности. Вот. И в каждом клубе было много коллективов работали, значит, в том числе хоровые коллективы. Вот что примечательно, я помню военное время, в 1943 году, мне было всего 4 года, наши родители, наша мама организовывала концерты для трудящихся в деревне. Люди после работы приходили и такие довольные уходили.
что за очень короткое время с простых гармошек наш народ дошел до высших форм исполнения вокальных произведений, музыкальных произведений. И даже у нас появился оперный театр, люди научились понимать оперу, и тогда вот полный зал было. На самом деле вот это очень нужно было. Это и помогло вот татарам обрести свое лицо и показать, что мы не в резервации, мы не стоим на одном месте на уровне Кураев, Кубызов, мы развиваемся со всем миром. Вот. Но с другой стороны, ведь татарская культура, она в основе своей монодийная, да, такая одноголосная, и в этом тоже своя красота есть. Правильно. Вообще-то вот, что бы ни говорили, все строится на фундаменте. Фундамент это у нас из поколения в поколение передавалось. Это одноголосное пение, кубыз, курай, все это великолепно. Но в природе на одном месте ничего не стоит. Оно или скатывается, или развивается. И поэтому я считаю, что вот это развитие было очень полезно, это было очень нужно. И хотя сегодня вокальный ансамбль «Мираж» отмечает свое 5-летие, история коллектива насчитывает несколько десятилетий. В древней татарской музыке было множество жанров, будь то праздничная или военная музыка. И все они требовали профессионального исполнения и профессионального сочинения. В те времена Древняя Болгария имела очень тесные связи со странами Ближнего Востока и Средней Азии. И потому музыкальные инструменты были очень похожи на те, что бытовали в этих регионах. К сожалению, вот 90-е годы немножко ситуация изменилась, и тогда многие коллективы распались. И хор Дворца культуры Ленина, он тоже распался. Но, тем не менее, каждый год в сентябре все участники собирались, вспоминали те годы, пели те песни. И потом в 2006 году, когда уже, на самом деле, очень плохо стало самодеятельностью, ну, кто-то предложил, что мы, все равно, у нас время есть, давайте мы восстановим этот хор. И в 2006 году мы восстановили свой хор под названием Кичкутлар. И этот Кичкутлар ну, базировался в ДК «Юность». Этот ДК «Юность», этот хор до сегодняшнего дня работает. Вот в этом хоре у нас был сам хор, 40 человек было в хоре, вокальный женский ансамбль, вокальный мужской ансамбль. Вот. И в 2014 году вот два ансамбля, женские и мужские ансамбли, мы выделились в отдельный коллектив и уже стали работать на этой базе.
Основываясь на цели и репертуар, ансамбль получил имя «Мирас». В переводе с тюркского языка означает «наследие». В основе репертуара лежит татарская национальная музыка. Мы выступали на разных фестивалях, были телевизионные фестивали, были региональные фестивали. И как победители вот этих фестивалей мы участвовали в Куйбышеве, в Уфе, в Свердловске, в Перми, ну, во многих других городах. И даже в 1969 году мы выступали в колонном зале Дома Союзов. И вот там мы пели 3 песни. Вот эти 3 песни народ Москвы встретили стоя, и потом 5 минут нас не отпускали со сцены. В начале X века был принят ислам. И это очень повлияло на древнетатарскую музыку. До принятия ислама болгары верили в духов и магических зверей. Например, это отразилось в баите «Саксок». Постепенно начали исчезать некоторые формы и жанры музыкального искусства татар, потому что светская музыка противоречила нормам ислама, и музыка в целом попала под запрет. Нам приходится бывать за рубежом, и мы очень приятно было узнать, вот в Нью-Йорке есть район, Порт-Вашингтон называется, это район города Нью-Йорка. Вот там население 7 миллионов человек, и там живут люди из 70 стран мира. И они проводят фестиваль народов своего района. И узнали, что мы занимаемся этим делом, нас тоже пригласили. Мы выступали на этом фестивале, оценили очень хорошо. Но, к сожалению, там вот русских не было. Там про Татарстан мало кто знает. Откуда вы? Из Татарстана. Из Казахстана? Мы говорим, нет, из Татарстана. А где-то? Ну, в составе России.
Я начала только, у меня папа гармонда играл, бабушка пела песни, всю жизнь мечтала. Теперь меня мужик, никого не осталось, чтобы дома не сидеть, одиночество меня мучает. Я поэтому выбрала вот себя, пришла, что меня коллектив так хорошо меня приняли. И тірлі голостарға на самом деле шундай үйретіп, нелері білән Наил Бариев меңа шо шады, декалинин қатышып шағыштырып қарадым. Анда халық көп, әмінда прямо коллектив тағын шундай әйбәт мені қаршы алдылар. Сөзләрін сразу язып берділер, не переживай, үйренесің, бір шылма деп. Меңа шул неден бик ерақтан келіп, мені шын көңілім білән келем мен. Вот сама идея, которая возникла в ходе подготовки к этому событию, в чем состояла? Это связь между коллективами, работающими и неработающие люди, которые ходят в коллективы, они должны общаться между собой, видеть, кто чем занимается. И вот как бы дружба, поддержание дружбы, взаимоотношений и дружеских встреч, из этой идеи состоит сегодняшняя встреча коллективов. Мирас — это значит наследие. Вот они сохраняют наше наследие, наших предков, песни, старые, скажем так, наших таких видных композиторов или старинные народные песни, которые сейчас уже все-таки реже звучат на сцене. А вот они сохраняют вот эти песни, чтобы они все-таки не потерялись и передавались в другие поколения тоже. В этом коллективе начинали и познакомились мои родители. Поэтому с этим коллективом меня очень много, честно, связывает. А в-третьих, я сама училась на фольклорном отделении в Институте культуры. Русский народный хор я пела, поэтому мне все это очень близко. И, конечно же, вот эта вот связь поколений, я считаю, она должна быть. То есть я думаю, что нам есть чему поучиться, есть что перенять, и мы должны побольше вот такие встречи проводить с молодежью, я считаю. Чтобы вот эта все-таки связь поколений, преемственность, учиться у них, потому что есть чему учиться. Все-таки это большие профессионалы.
Осуждалась именно та музыка, которая является средством развлечения, и потому в музыкальной практике остались тихие музыкальные инструменты – кубыс и курай. А песни стали петь в полголоса. Татарские напевы, кияляр обычно поются тихо, как бы для себя. Также не принято петь хором, и татарская музыка по природе своей одноголосна. Исключение лишь песни татар-кряшин. Их жизненный уклад связан с христианской религией, и их музыка многоголосная. Разнообразие репертуара, процветание и успех коллектива – несомненная заслуга его руководителя. За плечами музыкантов успешные выступления на многих сценах страны. Дружко, каравай крае, дружко.